Какая красивая картина, да, Иван Григорьевич? Да, как в окошке. Окошками света мало. рыбы мало. Да, о, за окошком рыбы мало. Белый Снег свет. белым-белым. А мне мама. Нет. Так, что? На завтрак у нас традиционная яичница, копчено-вареное сало, производства Амадеин Иван Григорьевич Иксар. Иксар или Иксарь? С мягким или без? Иксар. Без мягкого знака? Да, без. А Иксарь были такие, нет у вас? Были. Тоже Иксарь есть и Ну, у Иксар, меня да? брат Иксарь. Иксарь. Да. Двоюродный? Родной. Ну так в свидетельстве о рождении написано. Я же не буду добавлять буквы. Что, блин? Кому-то пишут, кому-то Да, нет? да, вот Понятно, а то кто-то мне... у сестры не было написано. А вот у младшего написано с мягким знаком. А мне кто-то из подписчиков и говорит, это, говорит, Иван Григорьевич, говорит, в коме потерял, говорит, куда-то мягкий знак, говорит. Это, оказывается, у вас в сельсовете так писали. Не в сельсовете, это в 47-м году в роддоме написали там какой-то, я даже помню фамилию, это была Горобец. Фамилия Вот ей бы мягкий знак, да, Горобец. Горобец. Может, она себе взяла. И в свидетельство о рождении не написано. А в даке уже и паспорт, и все. А что, я буду добавлять буквы, что ли, или выкидывать буквы? Нормально, родной брат с мягким знаком. Да, ну, он мягкий, а я жесткий. Старший, младший, да, говоришь? Младший. Ну, это уже А там есть термос, нет? есть. При советской власти уже как бы. А это после войны было. Ну, такие грамотные были, наверное, эти. Секретари. Да. Давай, доставай второй термос, не хватило. Я же это. Я же не буду. Я говорил, я еще в школе говорил. Это, ну когда пацаном был там, так не понимал, а потом уже повзрослел, блин, в 7 класс, все, я смотрю, там написано Иксарь, а у меня Иксар. Ну, господи. Говорю, чего так? Ну, свидетельство о рождении так написано. Нормально. У меня и сейчас свидетельство о рождении это дома есть. У меня там, короче, фотографии, все там, как говорится, еще прадедовские фотографии. Еще, блин, такие с такими кокардами служили. Дед вот так сидит, вот так вот, лапы сюда, а там, ну, дядька вот тут стоит сзади, усы вот такие вот, усы, блин, такой высокий был, мать рассказывала. А, кстати, вот ты говоришь по свидетельству о рождении, да? Я у отца свидетельство о рождении, вот у нас дома лежит, да? В 1939 году он родился, батя мой. Так у него в свидетельстве о рождении написано растворов гения. Вот, гения. Ну, вот такой гень, потом мягкий знак. И я. Я. Это не я, а вот такая. Ну, когда загибаю. И вот ну, это как и... Даже иероглифы. чуть ли не полуанглийский, я говорю, это какой? Ну. Гения, это гения, вот по коме Геннадий, Гена, Да. это гения. Ну да. А вместо гения написали гения и Григорьевич, там чуть ли не с мягким знаком, там чуть ли не на старославянском языке написали вот это. Ну, Так, а вот паспорт такие. получал Растворов Геннадий Григорьевич. Батя мой Григорьевич, как и ты тоже. Ну, Печку не топим, потому что одеваться очень жарко потом. На улице у нас за бортом. Ух ты! ага, десятка. Минус 10 градусов, это уже потеплело. Да, я говорю, ну, по интернету было 11. Ух ты, вот сегодня нас-то и держит, наверное. Да. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны у нас все жерлицы замерзли, вот это да. Почему же возьмем? Что-то. Вот такие пироги, это у нас... Да там всегда вот такой ледок. Это у нас сегодня... Какое число-то у нас уже, я уже потерялся в числах. 5 апреля. Ну, для 5 апреля минус 10 это нормально. Тем более уже солнышко высоко, время у нас... Уже 4 метра от горизонта. 5:30 время.
Иван Григорьевич меня уже с 4 часов будет, говорит, вставай. Конечно. Там, говорит, окунь башкой бьется об лунку. Конечно, говорит, замерзли лунки, доступа кислорода нету, дайте дыхнуть. А легли опять час, наверное, да? Ну, Или во сколько? не знаю, я лег и сразу вырубился. Естественно, после такого дня трудового. Вырубился и так, чувствовал себя. Хорошо проснулся от жары. А, Жара. печка раскочегарилась. Да. Я вроде там спать ложился, все по уму сделал. Ну, там березу сунул, она так потрескивает, но она подсохла, да и пошло дело. В общем, завтракаем. И на всех парах на озеро. Надо будет пробить немного в другом месте дорогу, чтобы заехать на озеро чуть-чуть ближе к середине, потому что здесь очень много воды. И неохота просто лишний раз мучиться. Была фиксация, он бы залетел, а без фиксации вышел гулять. И... Не, как тут не заезжать, прямо, вот я говорю, где оборвал у Ромы мормышку, До туда на ехать? тот мысок, да. На тот мысок есть мыска, там уже все. Там порядком еще расстояние. Ну, как раз как по озеру, понятно. Но там это редколесье, там можно проехать. Посмотрим. Пробьем, если что, новую дорогу. А по нас тут держать должен. Да, сейчас. Хоть и провалится сколько-то, но он будет валиться пластом. Он далеко не Минус провалится. 10, он даже, мне кажется, валиться не будет с такой площадью. Так что увидимся на озере. Ну вот, друзья, мы почти приехали на озеро. Вот она дорога, вот оно озеро. Но так как мы вчера здесь плавали, попробую пробить дорогу. Целяк нас держит. Метров 300 попробую вдоль озера, потом там выйдем. Потому что днем, если отпустить, здесь потом не проедем. Была фиксация, а фиксация у меня снята. Так что не будем рисковать, попробуем пробиться, сделать новую дорогу, если получится. В принципе, нас-то и здесь держит ведь, да? Нас. Ладно, попробуем пробиться. Получится, получится. Нет, так развернемся, приедем. Слезы горькие. Валится. Валится, блин. Валится.
Нафиг прет, да, считай? Местами полностью валится. Он проваливается местами, местами держит, местами проваливается. Попробовать, наверное. Ну как-то вот так. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Правильно? Я тебе говорю, тут редколесье. Нет, там начало, тут-то да. Ну, тут можно аж вон до того места ехать. Можно, но не нужно, видишь? Видишь, берег открытый. Ну, правильно, а мы в полез. Нормально, здесь нормально. Тут буранка, вот видишь, буранка замерзла. Здесь и обратно поедем. Все, мы на озере. Сейчас проедем, посмотрим, флажки горят, не горят. Хотя с такой мороз надо еще постараться леску пробить. О, горит флажок. Флажок горит. Второй горит. Два флажка сработало. Два. Вон раз, вон два. Лишь бы не сошел, блин. И все. И все. Главное на одном месте, на уровне, да? Да, я тебе говорю, они как бы от берега на одном уровне ходят. Так, крючок взял, нет? А крючок мы не взяли, да? А? Я хотел, блин, напомнить. И, блядь, забыл. Я думал, крючок. И А он же крючок. здесь был или мы выкладывали? Нет, выкладывали, он висит там. Ёшкин кот, а кто выкладывал? Ты выкладывал? Да, я повесил на Ну вот. стену. А что? Ты выложишь? Ты ж корыто переворачивал, Эх, Иван. Иван Иванович. Иван. Так, черпак. Так. О, вымотала полностью. Вымотала полностью. Не было времени, что ли, считай. Сейчас, дынь туда. Надо это. Пошире сразу выдолбить. Там щука килограмм на 10, наверное. Нет, 6. Сейчас все вымотал. За это время жгла уже перегрызть. Тихо. Не дергает. Не, ну свободно леска. Рукавицы-то сними, сейчас, наверное, руки не мерзнут. Не, я боюсь, что загорят от солнца. Да. И так почернеет. Ну что, Григорьевич, таскай, сегодня твоя очередь щук таскать. Так, ну-ка. Я
Я без крючка, я ее рукой. Мне бы только дотронуться. А ты ее погладишь, она Да. успокоится. Да я только это... На флажок не напарись, смотри, а то Да, в опасном направлении флажок торчит. да. Смотри, никого нет. Нету? Нет. Ушел. А, украл. Украл, А как блин. так-то? Вот так как-то. Заряди-ка. Ёшкин кот. Надо заряжать. Печалька. Да, печально. Как он умудрился украть живца и Да, и слинять. слинять. Ну вот еще одна надежда есть. Флажочек горит, еще один. И пока все, ладно. Наживляем, отпускаем. Проверяем следующий. Раз, два, три. Подожди, не спеши. Подожди, не спеши. Жерлицу тащит. Он же зацепил за это. Положил вот сюда, он хуярь. Так, МЦКДН. Подожди, сначала вытащи, потом МЦКДН кричи. Давай. Тащи аккуратно. Иди сюда, идет. Вася. Ой. Не сойди. Тихо. Заходи сюда. О, попёр. Шапку-то убери, хоть посмотри. Не надо это. О, блядь, прет. Это хороший. Сейчас он зайдет, если в лунку. Я уберу шапку. Ну, не лезет, блядь, в сотку. Нет, лезет. О, хуй. А. Ёптана там. Ах, хуй. Я думал, сошел. А как так? А, у тебя две было тут? Ты не путай. Видишь, тоже опять-то плотву. Ну. Ну как ты так хочешь? Ну, так бесполезно. Да. Там аж, блядь. Ну, видишь, плотва работает. Ну вот. Щукарь, дед щукарь. Стандарт. Ну, сейчас запутает. Смотри, а плотву эту она загнала поэтому. По леске плотву аж. Ну, еще раз отпустит. Так же он. Ну, начало есть. Одна щука. А может быть, это же и самая. Оттуда украла, сюда пришла и взяла. Остальные спят. Спят усталые игрушки. А может прихватила, может примерно. Да, конечно, такой щуке в этот флажок фигня разожрать. Так, ладно. Так что отцепляем, наживляем, отпускаем. У меня фара горит что-то. Ну, ты масло есть. Да не массу фару, блин, неправильно сделали выключатель прямо на руле. И всё Едешь по бездорожью, задеваешь. Сделай это выключатель где-нибудь панели вот здесь или здесь, чтобы руками не задевать. А то случайно включается. только когда Это же не такое экстренное, чтобы включать. Так что советую производителям вот этот выключатель не на руль куда-нибудь, а Так. более-менее в таком месте, чтобы не задевать руками, ногами. я пошел. Постоянно едешь по бездорожью, включается фара. А то забудешь выключить и потом посадит аккумулятор. Ладно, отцепляем мы щуку. И приступаем к рыбалке. Иван уже вон почесал. Деловой вытащил щуку и почесал. Я пошел окуня. Солнце уже греет. Ладно, сейчас справимся потихоньку. Так, щупака отцепили. Плотва целая. В общем, друзья, цепляю-ка я ее еще разик. Только на этот раз не за жабры, так как она уже не живая. А поставлю вот так вот. Вот так вот. Чтобы, если что, щука сразу... А нет, я сюда поставлю живого, а его, эту плотву поставлю на капкан. Точно. Там уже она точно никуда не денется. Живцы у меня есть. Это поставлю на окуня живчика, а плотву поставлю капканчик куда-нибудь. И пусть весь мир подождет. Окуня я наживляю за жабры, я уже вам показывал.
Пропускаем через жабры. Надо будет у этих щук потом в желудке посмотреть, может, мормышки твои найдем. Или в жабрах там где-нибудь. У Романа тогда откусила. Хулиганка какая-то. Вон, вот такая получается петрушка. Все. Ловись, рыбка, малая велика. И вот у меня до конца не даю разматывать, в общем. У меня стоит стопор. Это сделано для того, чтобы щука не намотала на какую-то корягу. Буквально метр-полтора. И все. И больше он у меня не идет. Так, все. Раз, два, три, четыре. Все готово. Все. Ловись, рыбка малая велика. Все. Ну а мы пошли тоже ловить окуня. Сделаем удочки и будем пробовать. Так, ну что у нас? У нас еще не все потеряно. У нас есть еще надежда. И знаете, что там произошло? А произошло там вот. В общем, иду я, сверлю лунки для рыбалки, чтобы хочу капканчик поставить сюда. Смотри, что-то краснеет у меня на снегу. А на снегу вон флажок лежит, блин. Он вообще вылетел. Он вылетел вот так вот. Лег. И леска вымотана полностью, значит, есть надежда. Вчера, кстати, здесь тоже была сработка. Блин, вот это дернуло. Блин, пружина выгнала. Это у нас Так, тоже... этот, шипак надо. Я все принес. Естественно. У меня все принес, оно уже. Так. Не, долго. Так. Ты пока не дергайся. Да. Сейчас я только ударить, он пойдет сразу. А? Не, он далеко, наверное. Нет, вот. Вот так, блядь. Точно у меня так было. Ёпта. Ты, опа, ни хрена, вот это вес. Так, ну-ка, дай я буду держать. Ты не отпусти только. Нет, что-то надо подмотать вот это. Не, держи. Да не надо держать, ты Щас, крепко щас. держи. Я держу. Держи. Все. Опа! Что кричишь ты? Да не тяни. Я слабину. Ваня, не тяни, держи. Я держу его. Ну не надо тянуть, просто держи пока. Я держу, но он же дернет у меня с руку. Мне надо слабину дать ему. Чтобы он как дернет, чтобы я освободил чуть малость. Это, блин, килограмма 4. Больше. Ёкаламане. Она вчера уже здесь была. Это вот в этой мормышка будет. Не, мормышка, Рома сказал, небольшая щука была. Да? Да. Ага. Надо. Подожди, не спеши. Я Сейчас почищу, чтобы видно Я хорошо. всё было. знаю, как его делать, блин. Только не суй сюда сейчас в лужу шапку. Будешь целый день Нет, с сырой в эту шапкой ходить. лужу-то не буду. Но видишь, когда это закроешь, О, здесь 150-ка должна пролезть. Вроде бы. конечно, это как раз все по размеру у нее тут. Тут у нее все по размеру. Ну, давай. Так, Это убирай. Только убери сразу, чтобы не путалось дальше куда-нибудь. сюда вот. А то опять кучу сейчас соберешься. Так, чтобы это не запуталось. Так, иди сюда, Вася. Блядь, зацепился за что-то. О-о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 . Тихо. Давай на всякий случай. Подержу. Тихо, идет. Так, встал. Лунку не лезет. Да нет, А крючок ты забыл. Да, до лунки далеко. Еще. Видишь, если бы я... Он за что-то цепляется там. Если бы я сам выложил, я бы, конечно, это...
Я его положил, я думал, он в корыте. Ёкала мне, за что ты зацепился он там? Так, ну-ка, отцепись. Он просто в лунку не лезет. У меня вчера Нет, такая нет, тоже. нет, Вот нет, он нет, вот нет, ползет. Слабо зацеплен был. Ай, ты собака. Вот это уже красавица. Это, же красавец. это, в принципе, такая же, как и вчера. Чуть больше, чуть-чуть, может быть, капельку. Толще. По длине такая, а толще. А смотри, как слабо зацепилась. Да. Она могла уйти. Видишь, она из-за этого боком и шла, что... Ну да, я говорю. О, видишь, смотри, сколько ей надо было всего усилий-то. Раз, вон. Да, порвать эту губу. А. Но она в эту в хрящ зацепилась, так что она Не, порвет. не, вон, еле-еле. Ну да, ну. Так что ты была наша, Янцикаден. Ну-ка возьми ее в руки, сейчас я тебе сделаю фотографию на память. Красавица. Вот что я... Зойка. За глаза не бери только. А что, чтобы она подмигивала? Ну, тогда Да. вот здесь возьмем. Тихо. Тихо. Тихонько. Красава. О, какой плавник. Здравствуйте. Как тигр, да, полосатый? Да. Золотой такой. Ух ты, блин. Янцикаден. Янцикаден. А? Поцелуйся еще. Сейчас нос откусит. Как цапнула. Сейчас вот так держи. О, как цапнула. Вот это класс. Здорово, друзья, здорово. Да. Это радует с утра. С утра две щуки уже Да. есть у нас. А главное, флажков нету, я смотрю, Да. лежит он. Так он вылетел, она как Ну. шваркнула, он, блин, сыграл и вылетел. Ну хорошо то, что хорошо кончается. Да. Взяли, Ладно, загорай. взяли. Да, солнышко, загорай. Пойдем отнесем тебя к подруге твоей. Вчера 3, сегодня пока 2, но зато какие. И еще у нас стоят жерлицы. В общем, может быть где-то такой же еще флажок валяется, а может быть где-то что-то не сработало, не знаю. Сейчас по-любому утром половим. Сейчас тенечек сюда, пусть здесь побрыгает. Раз. Ну это чуть поменьше, да. И 2. Вот такие 2 тюшки. Как раз на ширину корыта вон. Вон корыто 60 сантиметров шириной, буранка. Получается, так и есть. А я говорю, почему за глаза? Когда за глаза берешь, ее парализует. Да. У тебя же температура. А видишь, она как хвост. Вот так вывернула хвост и так и держит. Они, видишь, некоторые Человек как током. не любят, когда на фотографии за глаза берутся, типа это Да, любят. мне надо ее так успокоить. Я же тут тоже так. Я подошла, я ее цап за глаза, а потом отпустил, а она уже сверху. А Серега говорит, Так у нее же глаза потом болеть будут. «Да вот именно, что к глазному я сразу отнес. Иван Глазник. Здорово. Друзья, у меня сработка жерлицы. А камера как раз... В общем, нет у меня камеры. Она вон там далеко, возле буксировщика. Шел, проверял. Пробуренные лунки. Сейчас попробую как-то. Так, видно, не видно? Не видно. Так. Вот так вот, наверное, видно. Еще повыше подниму немного. Вот так. В общем, подходила, накрутила. Возможно, обратно выплюнула уже, пока шел. Но пока не крутит. Так что попробую подсечь
пока идет. Пока идет. В лунку не хочет лезть. Опять не хочет лезть в лунку, друзья. Вот она. Вот она, друзья. Третья щучка. И опять на плотву. Все-таки любят плотву местные щучки, потому что здесь плотвы нету. Это чуть поменьше, но килограмма 1,5 по-любому будет. Янцикадан. Третья щучка. Вон такая вот плотвичка. Отдай, 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 отдай. Еще отдавать не хочет. Отдай. Отдай, отдай. Так, плотву взяли. А поводок у нас уже далеко-далеко в желудке. Ай, ай, мне жабры даже зубами заглотила капитально до желудка. Все. Освободили. Вот так вот. Янцикадан. Третья щучка сегодня уже. Здорово, друзья. Здорово. Так, а плотвичку мы отпустим еще один раз. Возможно, что-нибудь да попадет. Вот эта щука, наверное... А нет, она у меня там был сход. Значит, щука есть. Просто она еще не совсем активная, но уже начинает проявлять активность. И это здорово. Так. Все. Закидываем обратно. Блин, камеры нету. Ну, как получилось заснять, так получилось. Так что вы уже сильно не обессудьте. Главное мы поймали. Остальное все ерунда. Главное мы поймали третью щучку. И это здорово, друзья. Собирались уже ехать на Печору проверять, потому что время уже перекусили немного, чай попили. Клев прекратился. Вот сейчас вот нашел лунку, где-то штук 5, наверное, окуней поймал. До конца, думаю, проверю просверленные лунки и поедем. И тут слышу просто, какой он приятный все-таки звук сработанной жерлицы. Тынк! И все. Я уже бегом сюда. Раз, два, три. А дальше вы все сами видели. Ничего другого не придумал, как включить телефон. Все запечатлело. Вот такая вот чуренция. У нас в улове еще одна есть. Янцикадан. Здорово, друзья.